В МИД РФ допустили вероятность разработки опасных вирусов в биолабораториях США. Биолаборатории США, расположенные на территории некоторых стран, могут вести разработки возбудителей опасных заболеваний, заявила Мария Захарова. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова 17 апреля на брифинге выразила мнение, что в различных биологических лабораториях США, которые расположены в других странах, могут вести разработки возбудителей опасных вирусов. Об этом СНГ Today сообщили в пресс-службе ведомства. В качестве примера Мария Захарова привела Американо-грузинский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Эта организация является частью военной системы контроля за распространением инфекционных заболеваний США. Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, сказала Захарова. По ее словам, Москва не может игнорировать тот факт, что данная инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется властями США в близости от госграницы России. Между тем, Мария Захарова отметила, несмотря на то, что эта тема часто поднималась на брифингах, с американской стороны никакой реакции так и не последовало. Добавим, что 17 апреля главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили по телефону ситуацию в мире, вызванную эпидемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках. В Армении избрали нового главу ЦБ. На данный момент пост главы Центробанка занимает Артур Джавадян. Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля избрали нового председателя Центрального банка страны Мартина Галстяна. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. За кандидатуру Мартина Галстяна проголосовали 104 парламентария, против 15. Будущего главу ЦБ Армении выдвинула правящая фракция «Мой шаг». Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сердечно поздравил нового руководителя главного регулятора страны и пожелал ему успехов. Отметим, что сейчас пост руководителя Центробанка занимает Артур Джавадян, сроки которого истекают в июне 2020 года. Он проработал на посту уже более 12 лет. Согласно действующей Конституции Армении, председатель ЦБ не может занимать эту должность более 2 сроков. Важно отметить, что альянс «Мой шаг» образован в августе 2018 года, лидером фракции является премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана поздравил христиан с праздником. Алиев отметил, что в стране, где встречаются различные цивилизации, представители разных народов веками живут в понимании. Глава государства Азербайджан Ильхам Алиев 17 апреля обратился с поздравлением великого христианского праздника к членам православной общины республики, где подчеркнул, что в стране, где встречаются разные цивилизации, представители различных вероисповеданий столетиями живут в мире и взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана. Направив сердечные пожелания в связи со священной Пасхой, президент заявил о том, что одним из самых важных направлений политики Азербайджана является сохранение глубоких исторических корней традиций толерантности и поощрения общественных взаимоотношений, которые опираются на мультикультуральные ценности. Кроме того, Алиев выразил уверенность в том, что жители Азербайджана покажут высокую ответственность и организованность, в связи с тем, что Пасха в этом году проходит в режиме карантина из-за грозящей человеческой жизни пандемии коронавируса. В заключение, лидер страны еще раз поздравил всех с праздником и отметил, что народ успешно преодолеет это сложное испытание с инфекцией. В Ташкентской области начато строительство фармацевтического кластера. Новый кластер станет первым в своем роде научным городком и создаст прочный фундамент для развития всей фармацевтической отрасли. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 17 апреля по видеосвязи дал старт строительству инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Ташкент Фармапарк в Зангиатинском районе Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе президента. В первую очередь, глава государства в ходе телемоста ознакомился с планами начатой работы масштабного строительства. Важно отметить, что проект нацелен на организацию производства инновационных лекарственных препаратов, изделий и техники медицинского назначения с высокими качественными характеристиками, обеспечение потребностей населения в этой продукции, подготовку современных кадров, а также развитие узбекской фармацевтической сферы. Также следует отметить, что в январе 2020 года президент утвердил план и концепцию по организации кластера. В результате постановления выделено 79 гектаров земли в Зангиатинском районе для реализации 14 инвестиционных проектов, которые позволят создать более 1700 новых рабочих мест. Кластер будет состоять из технопарка и промышленной зоны. Прежде всего, на территории технопарка расположится сектор академической, научной деятельности и по разработке лекарств.
Более того, запланировано создание фармацевтического технического университета, который подготовит на основе международных образовательных стандартов высококвалифицированные кадры в области фармацевтики, медицинской техники, косметологии. В промзоне также планируется разместить производственные мощности фармкомпаний. Фонд сотрудничества для экономического развития Эксимбанка Кореи предоставит долгосрочный кредит для финансирования научных и образовательных структур кластера. Кроме того, образован попечительский совет и дирекция инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Ташкент Фарма Парк. Скажем, что фармацевтический кластер – это группа локализованных взаимосвязанных инновационных фирм. Из-за пожаров в Чернобыльской зоне в Беларуси усиленно следят за радиацией. На 41 пункте наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха ежедневно измеряется мощность дозы гамма-излучения. По состоянию на 17 апреля, роста нормы радиации на территории Белоруссии, граничащей с Украиной в Чернобыльской зоне, из-за непрекращающихся пожаров не зафиксировано. Об этом проинформировал Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю над радиоактивным загрязнением и мониторингу окружающей среды. Как сообщили в центре, радиационный норматив атмосферы остается под постоянным строгим наблюдением специалистов. Мониторинг за воздухом ведется с 41 пункта. В атмосфере ежедневно измеряется сила дозы гамма-излучений и берутся пробы осадков. Весь процесс контроля над атмосферой автоматизирован. Результаты проб в режиме онлайн отправляются в базу автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Из-за возгораний на соседних территориях, близлежащих к Чернобыльской зоне, риск повышения мощности радиации увеличился. Поэтому с 4 апреля специалисты максимально тщательно наблюдают показатели состояния окружающей среды. Согласно их информации, в настоящее время радиационные уровни на площадях Брестской и Гомельской областей, а также по всей стране остаются стабильными. Никаких даже малых превышений радиационных параметров не наблюдалось.